Многомиллионные гранты и лучшие изобретения страны в Башкирском госуниверситете подвели итоги года науки и технологий. Впервые одна из разработок вуза попала в топ-10 федерального рейтинга Роспатента. Ее уже внедрили в производство, на очереди еще несколько проектов, которые после исследования поступят прямиком на предприятие. О том, как молодежь создает новое, в материале Артура Шамсуддинова. Здесь важно получить такие показатели, как модуль упругости, силу, растяжение, деформацию. На вид и на ощупь это самый обычный пластик, и даже прочностные характеристики у материала ничуть не хуже. Главное преимущество в биоразлагаемости. Чтобы после утилизации раствориться в природе, ему нужно в разы меньше времени. Обычные пластиковые изделия на основе крупнотоннажных синтетических полимеров могут разлагаться в условиях естественной среды десятки и даже сотни лет. Наш пластик может разложиться в течение 5-7 лет. Биопластик производит из обычного полимера с добавлением органического вещества, в данном случае древесной муки. Ученые Башкирского госуниверситета в точности рассчитали соотношение, чтобы итоговый материал удовлетворял всем характеристикам. Эта разработка вошла в десятку лучших по версии Роспатента. И сейчас технология успешно применяется на производстве в одном из предприятий республики. Вот одно из многочисленного ассортимента изделий, которые производятся. А вот ученые из кафедры геофизики на свою разработку получили федеральный грант в 160 миллионов рублей. Они создают установку для диагностики состояния скважин. Работают по заказу одного из ведущих нефтесервисных предприятий страны. Уже есть опытный образец. В реальных условиях такой же будут опускать на глубину до 5 километров. Он считает всю информацию и передаст ее по кабелю на компьютер. Есть в медицине диагностика болезни человека, а здесь диагностика болезни скважин. Если скважина здоровая, она дает чистую нефть. Если она больная, то появляется вода. Поэтому вот диагностировать нужно, откуда идет вода, сколько ее и как с этим поступлением воды бороться. Символично, что все эти достижения произошли в объявленный по стране год науки и технологий. Его главная задача – привлечь талантливую молодежь. В вузе, например, запустили 2 лаборатории для молодых исследователей, а также открыли самое большое в регионе здание студенческого общежития. Сейчас поданы заявки на аккредитацию новых профессий, которым планируют обучать уже со следующего года. Будем готовить IT-генетиков. Если будет IT-генетик, и он будет в поликлинике, в больнице, вы придете с флешкой. Вот ваш генетический паспорт, IT-генетик извлекает из базы данных, большой базы данных, по формулам те лекарства, которые ваш организм хорошо воспринимает, и врач уже выпишет вам именно те лекарства, которые нужны. То есть это такая персонализированная медицина. Объединить науку, образование и бизнес для создания высокотехнологичных продуктов. Задачи, которые в вузе идут под девизом «обучать, создавая». В этом году на 10% увеличилось количество бюджетных мест. И почти в 2 раза больше стало иностранных студентов. Потенциально каждый из них может внести свой вклад в разработку. Артур Шамсуддинов и Артур Ханов. Новости. Уфа.